Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Добрый вечер. В деле арестованного полковника МВД России Дмитрия Захарченко фигурирует 8,5 миллиардов рублей, изъятые у него, заявил в среду официальный представитель Следственного комитета. Ранее пресса со ссылкой на агентство «Росбалт» сообщала, что на связанных с семьей Захарченко счетах в швейцарских банках находится около 300 миллионов евро. Дело полковника-миллиардера – яркий пример борьбы с коррупцией или ее имитации накануне выборов. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, кандидатами в депутаты следующей Думы. Это Владимир Залищак, который баллотируется в Москве. Какой ваш округ? 204-й Перовский. И Владимир Бессонов, коммунист, баллотируется по 152-му Южному одномандатному округу. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, Владимир Иванович, с вас начнем. Вы у нас уже сторожил в программе. Какие у вас вообще счеты с органами внутренних дел и с чего они начались? Счета, в общем-то, по большому счету нет. Я человек добрый. Я отношусь к тем людям, которые осуществляют незаконное уголовное преследование мое снисходительно. Но к ведомству вопросы есть, и которые необходимо решать. Нужно сказать, что вообще система, она очень сильно боит, и если быть объективным, наверное, уже очень глубоко загнила. А вот то, что касается моего дела, да, это вообще нонсенс, да, чтобы преследовать депутата Государственной Думы за его деятельность, то, что он встречался с избирателями, вырвали полицейский микрофон, поломали оборудование, и 5-й год осуществлять незаконное уголовное преследование якобы у 2 полковников черепно-мозговые травмы. Меня на месте должны были задержать, этого не было. Я даже с Валуевым, когда разговаривал, говорю: Николай, сейчас про меня фильм снимают, мою защиту. Ты скажи, что даже когда я бью, не всегда черепно-мозговые травмы. Он говорит: ты знаешь, а у меня на практике только 2 сломанные челюсти, а черепно-мозговых травм не было. Я говорю: кто такой Валуев? У меня за вечер 2. То есть к ведомству вопросы есть. И на самом деле сегодня это структура, которая живет на государственные деньги. И вот этот анекдот о том, что автомат выдали, а здесь еще и зарплату платят. Крутись как хочешь. Да, вот, он имеет право на жизнь, и мы становимся очевидцами, да, если у полковника, у статуса полковника такие деньги, что можно думать о генералах, да? Давайте проверим, какое наличие средств у генералов. Это, наверное, вообще шок будет у людей, да? Вот мне, честно говоря, вообще непонятно, каким образом можно хранить такие деньги. Но то, что это не исключение из правил, это понятно многим. И меня в этом никто не переубедит. Владимир, вот вы у нас представляете либеральное крыло российского спектра политического. Как вот в вашем округе идут дискуссии вокруг места и функций, может быть, необходимости реформы органов внутренних дел? О коррупции в реформе полиции, это в свете коррупции все происходит. То есть вопросы коррупции, вот этот вот случай с полковником Захарченко, с теми 9 миллиардами и в довесок еще 300 миллионов евро. То есть это такая стала притча во языцах. И, конечно, избиратели и кандидаты все обсуждают эту тему. И программа антикоррупционная, ей уделяют отдельное внимание в программах партий. Но все дебаты и вообще все разговоры, которые идут о борьбе с коррупцией, они носят такой общий и поверхностный характер. Ни один из кандидатов не назвал главную причину проблемы коррупции. Это сама вертикаль власти, за которой и основа которой это президент. Президент Путин — это главный коррупционер. Вот хотелось бы, конечно, и чтобы полиция, да, занималась непосредственными своими обязанностями. Но когда мы понимаем, что начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, генерал-майор, сам находится сейчас в служебной командировке, вот, и оттуда он написал заявление об отставке. Ну, а полковник Захарченко до
до 9 или до 5 ноября находится в следственном изоляторе. Да, вот сейчас только что пришло сообщение со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ и Центрального аппарата Следственного комитета, о том, что глава СКР Александр Бастрыкин покинет свой пост сразу после выборов в Государственную Думу, сообщает агентство РБК. И о его отставке вопрос решен был после возбуждения уголовных дел в адрес нескольких его высокопоставленных сотрудников. Мы знаем, что днем ушел в отставку, тоже, наверное, не по доброй воле, пресс-секретарь СКР, тоже такой довольно одиозный персонаж, Владимир Маркин. Как вы считаете, почему вот Бастрыкин как раз появился у нас на экране, почему эти ведомства, во-первых, они как-то сами конкурировали друг с другом, я знаю, прокуратура всегда конкурировала со Следственным комитетом, почему они не справились в российских условиях со своей задачей, Владимир, как вы считаете? А какая у них была задача? Начнем с этого. Сегодня задача провозглашенная – это извлечение прибыли. Они с этой задачей успешно справляются, и вот свидетельство Захарченко это не борьба, с моей точки зрения, с коррупцией, а борьба кланов, в результате которой широкому обществу становятся известны некие обстоятельства, которые скрыты от нас. Вот движение таких огромных средств нам стали известны сначала у губернатора Хорошавина, миллиард в квартире нашли, теперь у полковника нашли. А я на встречах людям задаю вопросы, а у нашего губернатора, если поискать, найдут? Все утвердительно кивают головой, да. Но ведомства эти работают по следующему принципу. Получая бюджетное финансирование, они садятся на шею фигурантам дел. Если это преступник, или обвиняемый, или подозреваемый, то с ним идет разговор о том, как не привлечь его к ответственности на возмездной основе. Если это потерпевший, то с ним идет разговор о том, что нам надо на амортизацию транспортных средств, нам надо на бензин. В общем, надо делиться. Нам нужна заинтересованность. А в 100% случаев, вот как меня проинформировали, в 100% случаев, когда в делах фигурируют большие активы, необходимо возвращать большие активы, то прокуратура без 10-20% от суммы исков не согласует возбуждение уголовного дела. Вот. Поэтому здесь на каждом этапе идет заинтересованность коммерческая, вот, как мне сообщают из правоохранительных органов. Ну и это становится очевидным. Отпускные – это предмет насмешек и анекдотов, да? И если посмотреть на сотрудников, то они отдыхают на самых дорогих курортах. И если проверить, допустим, стоимость этого отдыха и их зарплату, то это примерно годовой бюджет. У них самые дорогие транспортные средства. Одеваются они лучше, чем я. Я депутат Государственной Думы. Но вот следователь, который расследовал мое дело, он одевается лучше меня. Хотя у него зарплата 35-40 тысяч в месяц. У депутата больше в 10 раз зарплата. Но почему-то вот такая вот несправедливость имеет место быть. То есть вот это ведомство, оно требует сегодня большого контроля. А отговорка следующая: папа бизнесмен или папа фермер. Но если реально проверить этого папу, то там таких доходов, на которые живет тот или иной сотрудник правоохранительных органов, нет. А с логической точки зрения, если у тебя такие огромные доходы, да, что ты можешь покупать себе такие дорогие вещи, то какой смысл тебе работать на эти 35-40 тысяч рублей? Иди к папе, вози туда-сюда документы, и он тебе будет 50-70 платить. Владимир, вот Владимир сказал, что в его округе явно налицо коррупция. Как по-вашему в Москве вот сейчас прошедшие дни города тоже показали довольно, по-моему, бесхозяйственный расход городского бюджета? Вам не показалось?
Ну, стройки Собянина, они так, конечно, учитывая то, что это столица, да, и бюджет куда больше других городов, да, здесь огромное количество выделяется на строительство, и все видят, горожане, как меняется, свежий асфальт заменяет еще более свежим. И это понятно, что это такие откатные схемы коррупционные. Вот, и основная коррупция – это градостроительный комплекс. И вот после этих дождей, когда весь центр был закатан в плитку, забыли про Ливневую канализацию. Да, про ливневые стоки. И сейчас Бирюков сказал, что да, пожалуйста, нам еще выделят еще какие-то миллиарды и миллиарды для того, чтобы по новой все это сделать. И вот очень любит власть на градостроительные все эти настройках. Я понимаю, очень любит греть руки. Да, но трудно, наверное, доказать это, трудно доказуемые вот эти коррупциогенные. Да при желании можно все доказать. При желании. Вы уже попробовали, Владимир. И более того. Да, вот, кстати, я ничего не делал, они доказывают. Да? Сердюков с Васильевой, там сотни миллиардов. Никто ничего не пытается доказывать. Здесь другой разговор. С нашей точки зрения мы считаем, что необходима в полной мере ратификация 20-й статьи Конвенции Организации Объединенных Наций о противодействии коррупции. Незаконное обогащение. И когда чиновник идет во власть, когда правоохранитель идет во власть, он должен понимать, что его права в какой-то мере будут ущемлены. В небольшой мере. Если ты честный человек, пришел в ведомство, живя в трехкомнатной квартире, и продолжаешь работать, живя в трехкомнатной квартире, тебе никаких вопросов нет. Но если у тебя появляются активы, всплеск покупки активов, и они не соответствуют твоим доходам, ты будь добр, готов обосновать это. И ты, когда идешь на должность, ты должен понимать, что в этой части ты будешь лишен презумпции невиновности. Ты должен обосновать свои огромные доходы. Вот сегодня это не работает. Сегодня есть, так сказать, декларация доходов, но никаких правовых последствий нет. Даже, в общем-то, обязанности уволить чиновника нет, если не соответствуют его доходы, его приобретения. Вот вы оба оппозиционеры. Владимир, вот ощущалась ли дискриминация при предвыборной агитации в адрес оппозиции, что не давали острых тем поднимать или, может быть, вообще ограничивали вашу активность? Ну, о честности в выборах мы будем говорить немножко позже, наверное, пока еще идет кампания, но административный ресурс, его постоянно ощущаешь, и неравенство. Видно, что по каналам центрального телевидения одни и те же лица, они все кандидаты, да, они допущены, они какие-то темы там обсуждают, то есть постоянно мелькают в телевидении. А вам выделили эфирное время у себя в Перовском кабельном канале? Должны были быть дебаты, на что я очень рассчитывал, но так как кандидатов много, и на каждого кандидата пришлось там, минута секунд, с чем-то, да, там, вот, дебаты отменили. Да, дебаты отменили и дали 24 ролика по 25 секунд. Да, я их снял, у меня тема экологическая, Кускова, я, в общем-то, эту тему в основном у меня своя стратегия, я считаю, что если кто сможет отстоять именно парк Кускова, тот сможет потом решить все остальные вопросы. Ну да, это у вас такая жемчужина вашего округа. Жемчужина нашего округа, да, и, к сожалению, которые, в общем, уничтожают. Мне это очень-очень... А вас дискриминировали у себя? Я скажу так, Владимир, вот в плане агитации, несомненно, приоритет отдается партии власти. И в торговых точках, и в предприятиях питания общественного. Везде висят одни и те же лица, одни и те же партии. Ну, одна и та же партия, один и тот же кандидат. Но это не пугает. Настолько падает авторитет. И вот принцип ОБС, одна баба сказала, да, распространение слухов. Вот сегодня, если бы равные были условия
при агитации, вот, моему оппоненту предоставили возможность выступать на предприятиях, организациях, в школах, в больницах, в поликлиниках, куда нас не допускают под разными предлогами. Вот мы не можем собраться там или еще что-то. А если бы вот произошли равные условия, то партия власти провалилась бы на 3-е, на 4-е место при объективном подсчете. Но она проигрывает даже в неравных условиях. То есть мы фактически, оппозиция, на голову выше, чем наши оппоненты. Им нечего сказать, им нечем похвалиться. И обещания их сегодня настолько звучат нелепо, что большинство людей уже не хотят за них голосовать. Проблема заключается в следующем. Есть обещание президента, есть обещание премьера, есть заявление Эллы Панфиловой. А на местах сидят и говорят, они там, а мы здесь. Поэтому надеяться на то, что будут честные выборы, не приходится. А ярким тому подтверждением, это безусловное подтверждение тому, попытка скрыть программное обеспечение на электронных приборах подсчета голосов. Это есть... Протестировать не дают, да? Программное обеспечение, оно открыто должно быть для всех. Ну, конечно. А если оно закрыто, секретное, о чем мы будем дальше говорить? Там, может, выборы открыты, гласные. Любой гражданин, любая партия, кандидат может познакомиться с программным обеспечением. А нам, как наперсточники, говорят, идите смотрите, вот вы сейчас нажмете «за», и там высветится «за» сегодня, да? А завтра что там высветится? Нажмешь «за», а там высветится «против». Если программного обеспечения нет, я даже не подошел к этому прибору, не стал даже на него смотреть. А у вас электронное голосование во всех участках? Не во всех, не во всех. Там есть проблемный город Таганрог, где посадили мэра города, вот интересно, чистил снег, не чистил. Его взяли, посадили в тюрьму на год. А в Ростове-на-Дону девушка погибла от наводнения из-за того, что нет ливневой канализации. Она предусмотрена, она заложена в бюджете, но ее нет. Но никто не понес ответственность. На гибель человека реакции нет, а чистил снег, не чистил, неугодный оппозиционер, его посадили на год. Ну, дабы другим неповадно было. И в этом городе, видимо, не успеют уже машинку по фальсификациям выстроить. Они просто ставят электронные приборы для голосования. Программное обеспечение дайте сюда, мы посмотрим, и мы тогда можем признать выборы. А иначе, как мы будем признавать выборы, если в темноте на доверии будут работать эти электронные приборы? А вы ожидаете фальсификаций? Да, конечно, я думаю, что фальсификации будут, и, может быть, не будет так, как было в 2011 году, откровенные карусели. На парламентских, да? Да, перед да, Белоленточным. 2011 год. А где камера стоит, там без карусели не обойдешься. Камера хотя бы зафиксирует явку избирателей. Как выкручиваться в этом вопросе? Без карусели никак. Ну, с камерами это отдельная история. Дело в том, что камеры будут решать суд. Будет он принимать или не будет. Мы можем запросить. Кандидаты тоже могут запросить видеозапись. На самом деле, сейчас готовится программа по наблюдателям активно в Парнасе. Вот, Парнас ведет обучение наблюдателей, набираются наблюдатели вот, среди активистов. И другие партии, я знаю, тоже. Но вы покроете московские хотя бы округа? Москва, я думаю, будет покрыта на 90%. Вот. Люди очень активно идут, и вот это отдельная тема о том, что активисты сейчас помогали с агитацией, и теперь также народ активно идет и готов принимать участие в наблюдении за выборами. Как вы считаете, Владимир, вот хотят ли разыграть эту антикоррупционную тему тем, что арестовали хотя бы полковника Захарченко? С моей точки зрения, вот все вопросы, которые сегодня освещаются, они освещаются в рекламных целях. Очень сильно падает авторитет партии власти. Он очень сильно падает. И заявление Левады-центра с 39 до 31 это тенденциозное заявление, за которое еще и Левада-центр понес ответственность. Конечно, то есть завышенный процент 31, за завышенный процент он понес ответственность. Сегодня заявляют, что ЛДПР выходит на второе место, КПРФ на третье место. Это тоже тенденциозное заявление, потому что, допустим,
У нас в Ростовской области многих кандидатов просто не знают. А количество наблюдателей, и все знают, что кроме коммунистов никто не проконтролирует выборы. А все заявления премьера о том, что будут пенсии проиндексированы на 5000 рублей в январе 2017 года. Я говорю, подождите, а Дума не избрана, и бюджет не принят. Они говорят, а у нас в этом бюджете есть. Подождите, а если у вас в этом бюджете есть, дайте 5000 сегодня. И скажите, мы партия власти сильная, у нас есть средства, вот вам по 5000, идите голосуйте за нас. Это же логично сделать. То есть это идет заявление в рекламных целях. Потом недавно Голодец заявила о том, что будет материнский капитал проиндексирован в следующем году. Но опять же, Государственная Дума не избрана. Или это демонстрируется неуважение к избирателям, и чиновники считают, что с их мнением считаться нельзя, они незыблемо занимают свои посты и будут продолжать занимать, неважно, о чем вы думаете. А на самом деле-то предстоят выборы. Расклад в Государственной Думе сегодня нам по факту неизвестен. Сейчас изберется Дума, которая сформирует новое правительство. И о чем тогда будет говорить Голодец? Так мало того, бюджет-то не утвержден 2017 года, а идут такие громкие заявления. И это сделаем, и то сделаем, и с коррупцией боремся. Должен быть системный подход. Вот должен премьер-министр, президент выйти на телеканал и сказать: прекратите брать взятки, прекратите брать откаты. Я честный человек, взятки не беру и от вас требую. Но попадетесь, не обижайтесь. 100 000 рублей – высшая мера наказания. Это есть? Вы слышите это? Нет. Я этого не слышу. И вот эти все вещи, они, с моей точки зрения, в рекламных целях осуществляются либо борьба кланов, и выплескивается такая информация, а если накануне выборов позволяют кланы бороться и не считаться вообще с волеизъявлением граждан, вот как можно доверять власти, у которой у полковников 8,5 миллиардов рублей дома, и сейчас люди пойдут стройными рядами голосовать за эту власть? Но это же глупость. То есть это или надо быть законченным дебилом и идти голосовать, поддерживать эту власть, или негодяем, подлецом, таким же жуликом. Вот я разрешаю гражданам, вот главам администрации, там, районов, городов, разрешаю проголосовать за партию власти. И жулью я разрешаю. Но если это честные люди, как они могут голосовать за эту партию? Я считаю, что нам надо сделать выводы. И все в наших с вами руках. И у народа России должен быть характер. И он может его проявить. И он проявит его. Даже если 18 сентября удастся сфальсифицировать выборы и сохранить как программа минимум 260 мандатов, а программа максимум 300 мандатов. Ну откуда 300? Ну нету 300. Ну никто мне на встречах не сказал: Владимир Иванович, вот вы рассказываете правильные вещи, неправильные, но эта партия нам построила завод, она нам своевременно выплачивает заработную плату, достойную заработную плату, которая позволяет отдыхать за рубежом, которая позволяет нормально питаться, нормально одеваться. А вы со своими предложениями, может быть, предложите такое, что мы ухудшим свое материальное положение. Поголовно вся страна ухудшила свое материальное положение. И 70 или сколько там, 57% за партию власти. Ну, это умалишенные люди, что ли? Владимир, как вообще, насколько опасно вот это социальное расслоение, при котором у одного полковника может быть наличностью бюджет целого региона? Ну, я бы не согласился с Владимиром, что это деньги полковника. Я думаю, что полковник Захарченко — это виолончелист Эрл Дугин,
Это такой же кассир. Держатель общака. Да, такой же кассир, как и Ралдугин. Видно, что полковник этот находится, в общем, в какой-то такой в системе. Значит, И, получается, есть другой общак, который накрыл этот общак. А сколько денег в более том того, общаке? я бы сказал, что не общак. Я видел пока только одно такое, да, совмещение денег. Я думаю, что да, кассы. Я думаю, что это не общак. Я бы предположил то, что это одно ведомство наехало на другое ведомство. Да? Сейчас у нас везде вот в таких вот репортажах присутствует такая криминальная терминология: общак, крыша и вот, там кассиры и все тому подобное. Поэтому я вижу здесь, что мы стоим на пороге такого разбалансированного вот этого вот механизма. Дело в том, что прекратились доходы от нефти, и доходы упали. И, наверное, мы будем наблюдать подобного рода явления, как мы вот в начале 90-х наблюдали разборки между криминальными, да, группировками. Вот сейчас мы будем наблюдать именно разборки между ведомственными группировками, наверное, и это уже идут вот что с Маркиным происходит, да, И с Бастрыкиным. и с Бастрыкиным, и, в общем, я думаю, что система разлаживается, да, и то, что она когда была отлажена в эти тучные годы, когда было что делить, сейчас эти начнут звери друг друга есть. Вот, в общем-то, интересный, достаточно интересный и сложный период. Нам предстоит много работы. Какова доля популизма вот в тех мерах власти, которые сейчас как бы на большой бизнес чуть-чуть наезжает? Вот разгром этих менеджмента от Вексельберга на той неделе. Как вы считаете, насколько это искренняя вообще политика или это тоже какая-то компанейщина в канун выборов? Ну, вообще-то закон о национализации природных богатств лежит в Государственной Думе. И если бы был системный подход, его принимайте и на родину возвращайте. Нефть, газ, уголь, золото, алмазы. А вот эти вещи, либо кто-то кому-то не понравился, кто-то что-то не то сказал, либо полез в политику, либо наступил на чьи-то интересы по-серьезному и влиятельным людям. Вот, возможно, такая реакция. А на самом деле системных подходов нет. А они нужны. Они нужны и в правоохранительной системе, и в судебной системе, и в избирательной системе. Мы должны прекратить разговоры. Они по определению должны быть честными выборами. Если президент говорит и премьер говорит, что эти выборы будут честные, значит, те были нечестные. Так получается, исходя из их высказываний. Если бы они сказали: уважаемые жители России, у нас выборы все были честными, эти честные и будут всегда честными, тогда да. Но если они говорят, что те были нечестными, остановить это движение за один день, за одно высказывание не представляется возможным, потому что если губернатор или руководитель какой-нибудь дает низкий процент, значит делается вывод о том, что он плохо работает. И если он плохо работает, то он правдами-неправдами, каруселями, в день голосования, в воскресенье, будут работать бюджетные учреждения. Все руководители бюджетных организаций будут на своих рабочих местах. Это противозаконное деяние. Вот я, пользуясь случаем, находясь на Радио Свободы, обращаюсь ко всем руководителям. Объявите выходной для бюджетников. Никто не должен работать, особенно руководители, в этот день. Вот дежурные службы, пожалуйста. Все остальные должны быть выходные. Принуждение голосовать – это уголовное преступление. Если заведующая детским садиком говорит своим сотрудницам: идите голосуйте и доложите мне, что вы проголосовали, это деяние уголовное преступление. Прекратите это делать. У нас порога явки нет. И в день голосования, вот что это такое, если я в своем округе направляю по 5 человек в участковую избирательную комиссию, и у меня стопроцентных гарантий нет,
что там при наблюдателях, как это было в прошлом году на выборах губернатора, заходит председатель комиссии и 2 пачки кладет на стол. Так было, Бюллетени за партию власти. Говорит, вы ничего не сделаете, сидите и молчите. А мы об этом Следственный комитет, ведь полиция не имеет права расследовать преступления это мы знаем. по фальсификации итогов выборов. Только Следственный комитет, он проявляет полное безволие, полную беспомощность. В прокуратуре обращаемся, прокуратура говорит, Владимир Иванович, а у нас на выборах честно считают. Я говорю, если шахматка наблюдателя не сходится на несколько голосов с официальными итогами выборов, у вас есть основания для проведения проверки, голосовали люди или нет. А если это не сходится на 300 голосов, на 400, на 1000, у вас все основания есть для проведения проверки, а они бездействуют. Я же не имею права расследовать. Я не имею права хватать за руку фальсификатора. Как быть? Игра в кошки-мышки идет. По определению выборы должны быть честными. И даже одно заявление одного оппозиционера о том, что выборы были нечестными, должны отменять итоги выборов. А у нас в суд приходишь, а у вас не такой протокол. Протокол, который выдал председатель комиссии, да, это неправильный, а у них правильный, у председателя комиссии. То есть вот эту порочную систему надо ломать. Надо выходить на уровень, что выборы действительно честными. Вот предстоящим выборам вот в меня не вложили уверенность в том, что они будут честными. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам. Приложите усилия к тому, чтобы они стали честными. Во-первых, придите, проголосуйте. Во-вторых, придите и потратьте время на контроль этого самого голосования. Да, вы бы как обратились к избирателям за высокую явку? Вообще заинтересована оппозиция в высокой явке? Ну, я понимаю, что нужно идти голосовать, и люди должны идти и выражать свое мнение. Это минимум то, что надо сделать, обязательно прийти проголосовать, проявить, да, свою гражданскую позицию. Можно пойти наблюдателем, общественным наблюдателем, еще не поздно, сейчас можно пойти и где-то проучиться, сейчас идут семинары. У вас вообще какой корпус наблюдателей вот на вашем округе? Есть все участники? Формируется наблюдатель, где-то получается пока от 3 человек до 2 человек мы обеспечиваем на участок. Вот. Это хорошее. Да, но Москва, наверное, да. повыше, чем провинция. Дело в том, что здесь такой, Москва поактивнее, вот люди более так интересуются, да, и я согласен с провинцией некоторые тут есть. А вот то, что касается суда, это, наверное, одна из нас, судебная система самая коррупционная, одна из самых коррупционных. У нас на первом месте идет высшее образование, потом школы, удивительно, вот это вот бытовая коррупция, которая в школах бывает, и суды. Суды тоже очень коррупционные, но в данном случае, что касается выборов, там не будет коррупция, там будет именно подчинение, вот это вот телефонное право, как его говорят, что они будут обеспечивать власти победу. Владимир, вот вы в основном избирались при Чурове, я так понимаю. Как, по-вашему, приход Эллы Александровны Панфиловой чуть изменил атмосферу работы Центра избиркома? В общем-то, да. Заметны перемены, да? И есть заявление о том, что они готовы рассматривать информацию о нарушениях. И есть беспокойство на местах. Вот мы зафиксировали случай, когда секретарь комиссии территориальной разносила и расклеивала агитационную продукцию за одного из кандидатов партии власти. То есть по определению, который обязан быть нейтральный и беспристрастный, да? Конечно. И вот председатель облсбиркома попросил меня, чтобы я ее принял как депутат. Примите ее, пожалуйста. Но, понимаете, у нас есть территории тотальных фальсификаций. Я по стране много поездил, более честно считают в Сибири. А вот территории тотальных фальсификаций — это Чечня, это Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Краснодарский край и еще территории есть. Так вот, что интересно, председатель облсбиркома, у него же выговор, единственный председатель, у которого выговор за проведенные выборы.
За какой год? За 13-й год, когда, помните, Жириновский вышел на трибуну и говорит, у нас в Ростовской области было 10 мандатов, украдите 8, украдите 9, 1 оставьте. Будьте вы прокляты, он кричал с трибуны Государственной Думы, посмотрите стенограмму заседаний. Это сразу после 8 сентября, 10, наверное, сентября 2013 года, посмотрите стенограмму. Там Жириновский очень жестко выступал, и в результате ему выносят выговор. Но следующие выборы губернатора в прошлом году, та же ситуация, шахматки не сходились наших наблюдателей от 300 до 1000 бюллетеней. И никто ничего, никакой ответственности не несет. И сейчас осуществляется попытка воспрепятствования наблюдению. Вот председатель говорит, Но вы сказали, что наблюдатели... объявили рабочим днем, а как еще можно воспрепятствовать? Наблюдатели не будут допускать к столам. Вот я еще раз хочу повторить. Если стоит камера... Очень усложнили процедуру записи наблюдателей. Если стоит камера, да, можно зафиксировать хотя бы явку избирателя. Да. Если фиксируется явка избирателей, как обойти это дело? Надо прислать людей, которые не имеют права голосовать и будут голосовать. Это так называемая карусель одного вида. Когда к одному члену комиссии подходят люди, у которых в паспорте скрепка или какой-то кодовый знак, и он не обладает правом голосовать, но он голосует в этой участковой комиссии. Вы знаете эту технологию, и да? когда это подходит член комиссии или наблюдатель посмотреть соответствие записи, такой крик поднимается, и этот избиратель в кавычках кричит. И члены комиссии кричат, вы что, это персональные данные, их смотреть нельзя. Если я честный человек, пришел голосовать в участковую избирательную комиссию, я кому угодно покажу свой паспорт, наблюдателям, членам комиссии, а члены комиссии с совещательным голосом и с решающим, они обладают равными правами. И если тебе, сидящему за столом, можно показывать паспорт, значит и всем остальным можно показывать, и каждый обладает правом его смотреть. И это закреплено в нормативных документах. Но сегодня будут осуществляться попытки недопущения к столам наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса от оппозиции. И будут всячески осуществляться вот такие противодействия. Но, значит, есть и такие неплохие вещи. Наряду с усложнением попадания в участковую избирательную комиссию надо сегодня среда, последний день подачи списков наблюдателей. Вот, совещательным голосом можно в день голосования направлять. Сам список можно корректировать, продолжать. Вот сейчас можно вносить в него коррекции. Да. Но самое главное, что впервые на этих выборах не имеют права удалить комиссии наблюдателя, члена комиссии, только по решению суда. А раньше? А раньше проголосовали, он нам мешает наблюдателя удалить. Полицейскому дают решение, и полицейский обязан вывести удалить, этого наблюдателя. Но там путали, члена комиссии не имеет права выводить. Но были нарушения, когда полицейские и члены комиссии выводили, решения, и даже члены комиссии вышестоящие выводили. Вот сегодня наблюдателя члена комиссии без решения суда невозможно удалить, а полицейский обязан реагировать на нарушения. Он обязан принимать заявления граждан, наблюдателей, членов комиссии, об административных правонарушениях и об уголовных преступлениях. Он обязан их принимать и регистрировать, и реагировать. И также у него в обязанностях написано, если групповой подвоз граждан, то он тоже должен реагировать. И второй способ вмешательства – это карусель из граждан, которые имеют право голосовать в участковой комиссии. То есть они Первый по участкам гражданин ездят, да? выносит бюллетень пустой, там ставится отметка, и следующему гражданину ему дают этот бюллетень с отметкой, он кладет его в ящик для голосования, выносит пустой, получает деньги, уходит, а следующий гражданин, имеющий право голосовать, вот или квартира, или машина возле участка. Мы неоднократно пресекали такие фальсификации, но я еще раз хочу повторить. Без председателя участковой комиссии легализовать карусель, легализовать
вброс невозможно. И их инструктируют. Это подготовленные люди, у которых, как правило, нет ни стыда, ни совести. И самое обидное бывает, в 6 утра после подсчета голосов уходить из школы, из избирательной комиссии. Когда тебя оскорбят, унизят, сфальсифицируют выборы за какие-то 5000 рублей. И обидно не за себя то, что меня оскорбили. Перетерпеть можно. Не за этих людей, что они такие ничтожества, а за то, что им доверяют наших людей. Они же из наших детей воспитывать и обучать. Да. Они же из них коллег будут делать. Кроме этого, они теряют авторитет у своих учеников. Владимир, вот вы хотели построить свою агитацию на таком, как бы, экологическом Майдане. Что-нибудь получилось из этого? Да, получилось организовать лагерь, вот, и остановить стройку. Стройка на сегодняшний день локализована, она идет там немножко, но в одном таком очаге А идет что там строится. Там строят северо-восточную хорду. Ее, дорогу, 8 километров, и ее строят через парк Кускова, и вырубают парк Кускова. Вот, и, в общем-то, моя задача была, как кандидата, остановить стройку. Пока это удалось. Не знаю, насколько после выборов, как пройдут выборы. Я думаю, что после выборов они, конечно, начнут более активно. Но будем В бороться. зависимости Будем от бороться. результата. В зависимости от результата. Если я стану депутатом, то, конечно, я приму все меры. И у меня уже будет тогда, я так понимаю, вот, Коммунисты будут ваши союзники. коммунисты будут наши союзники, да, и вот вы как депутат скажете, да, что у меня появятся полномочия, да, и я смогу уже более так отстаивать, Конечно, да, если он интересы. Ну, избирателей. прислушивается. А как по-вашему, если бы- да. Хотя, когда, допустим, 8 миллиардов на кону, знаете, как прислушиваться будет? Да, здесь уже ни перед чем не остановиться. А как по-вашему, если И будет как массовая с Магнитским да, они пойдут на любое возможно ли преступление. вторая болотная, как в 2011 году? Вы у меня спрашиваете? Да, как вы считаете? Знаете, вот давайте историю посмотрим. В начале 17 года, 17-го года. То да, есть будущее. 1917 года, 917. Ленин писал: в России революция не пахнет. И происходит февральская революция. Ну, он тогда в Швейцарии был. Да. И сейчас, вот честно говоря, я не вижу предпосылок, чтобы люди вышли. Вот, как правильно сказать, в настроении людей я не вижу предпосылок. Но не исключено, что могут произойти события, когда сбоит система, произойдет какое-то событие неконтролируемое, и люди выйдут на улицы. Я не исключаю этого. Я не исключаю, если вот мне сегодня все говорят, мне даже силовики говорят, что генералы не будут голосовать за партию власти. Генералы не будут голосовать за партию власти. Почему? Ну, потому что по логике вещей они видят, что все равно победит партия власти. Давайте хоть какой-то сдерживающий фактор сделаем ей. Они понимают, они видят, что происходит. То есть, чтобы она одумалась, да? Ветераны говорят. Вот мне ветеран городского совета на 79-летие Ростовской области поднялся и говорит: Владимир Иванович, не потому что вас встретил, на 10%, по моему мнению, увеличится результат коммунистической партии на этих выборах. Это мое мнение. А сколько? На 10%. А мы в прошлом созыве набрали 21,5%. Вот. И это произойдет, если это произойдет, с вмешательством 100% не будет достоверности. Если 100% достоверности, вот сегодня где-то 39-41 в Ростовской области и где-то 23-24 Единая Россия. Вот дают такие независимые опросы. Но удержать этот результат очень сложно. Очень сложно. И если бы выборы были действительно честными, то вот меньше 31% Компартия не должна получить. А что может партия власти в оставшиеся дни, как вы считаете, Владимир? Что она может? Какие провокации? Вот вас хотели снять в понедельник, потом гражданская сила Я там вот, одумалась. Сравнил бы работу Панфилова и Чурова. Панфилова, она выступает так более, как бы,
Ну, то есть она, видно, что она переживает. Вот на Ну, сегодняшний конечно, она день. сама была в этой видно, шкуре кандидата. видно, что она... Несколько раз избиралась, у Гайдара она была зам. Да, видно, что она вмешивается во все проблемы возникающие. Вот это та самая подача заявления гражданской платформы о снятии Парнаса с выборов. И ЦИК отклонил это заявление. Ну, по-моему, гражданская платформа сама отозвала в воскресенье. Но Панфилова, я видел, да, принимала такое активное решение. И я вижу, что она, конечно, не безучастна. То есть то, что делал Чуров, глухая стена. Он там конкретно выбивал эти 146%. А вы каких помните еще председатель избиркома? Помните, Вишняков такой был? Да. Тоже фальсификатор, по-моему, да? Да, у нас, с моей точки зрения, ни одни выборы в современной России не прошли без вмешательства волеизъявления граждан. Но степень вмешательства разная. Если в 90-е годы можно было проходить оппозиционным депутатам, то в 2000-е это сделать невозможно. И если сейчас нам продемонстрируют то же самое на предстоящих выборах, что вот эта лапа медведя, она раздавит, растопчет все, что можно и все, что нельзя. И мы получим, вторую болотную. Вторую болотную, да, вторую мы Сахарова. получим вторую болотную, потому что я вот не знаю, как в Ростове, да, вот в вашем округе, в Москве я вижу по избирателям, по гражданам Москвы, что полное неприятие партии власти. Ни одного не находится, чтобы кто-то поддержал. То есть есть предпочтение к другим партиям. Но придут бюджетники, понимаете? Они же в основном создают ему большинство. И мы получим такой эффект, что... Военнослужащие. Да, бюджетники могут тоже против проголосовать. И мы получим вот что граждане понимают, что никто не голосует за партию власти, а партия власти получает какой-то большой процент. Вот вам и предпосылки. Ну, как говорили, в 2011 году у нас украли победу, да? Помните, говорила оппозиция? Да. Мы можем получить тот же эффект. То есть население увидит, что партия и это чувствует, и все об этом говорят. И, в общем, народ тоже понимает, да, и он видит, что эта партия себя дискредитировала, она разложилась, и она получит какое-нибудь там большинство, а власти загнали себя таким образом в тупик, в капкан. То есть они не могут теперь не давать большой процент, нагнетать большой процент Единой России, понимаете? Безнаказанно. Да, понимаете, и таким образом предпосылки к болотной очень-очень велики. У вас какая вообще обстановка в области сейчас экономическая? Можно немножко еще Эллы Панфилова, а потом про экономическую. Вот с моей точки зрения, Элле Панфиловой надо обратить внимание на действия силовиков. И поскольку единственный, кто может расследовать преступления на выборах, это Следственный комитет, то уделить внимание Следственному комитету. Если Следственный комитет вот так мизинцем шевельнет, у нас совсем другой результат будет на выборах. А у нас, получается, шатается кресло под Бастрыкиным, да? Вот по идее мы делаем заявление, что председатель Центризбиркома хочет честных выборов, а руководитель, который призван посадить в тюрьму фальсификаторов, под ним шатается кресло, и у людей нет надежды на то, что он будет этим заниматься. Вот если бы вышел Александр Иванович на экраны телевизора и сказал: уважаемые председатели участковых комиссий, никакой глава района, никакой мэр города вас не защитит, посажу в тюрьму. Один бюллетень украдете, будете сидеть в тюрьме. Понятно? Вот это разговор. Тогда вот это руководитель. Это явка будет 100%. И кресло вылетит тут же моментально из-под него. Явка оно уже высокая, да. Явка будет высочайшая. А то, что касается экономической ситуации, есть реалии. Реляция о том, что все прекрасно, все хорошо. Нет, ну а реально-то? А реально 300 миллионов должны шахтерам заработную плату. Они объявили голодовку. И им выплатили 6 миллионов, и, по-моему, из избирательного фонда одного из кандидатов партии власти.
Вот. Но не миллиардов, как у Захарченко. Да, можно было у Захарченко взять и погасить всю задолженность. Или поискать в Ростове второго Захарченко и погасить задолженность перед шахтерами. И никто не хочет погашать эту задолженность. Вот я задаю вопрос. Губернатору выплатили зарплату? Выплатили. А что это у нас за Думаете, он условия? живет от зарплаты до зарплаты, ваш губернатор? Да. А Сомневаюсь. что за условия созданы в нашей стране, когда губернатору своевременно, день в день, час в час выплачивают, а шахтерам можно вообще ее не выплачивать, заработную плату? Как это так? В принципе, предпосылок не складывается для нормального развития промышленности. Единственное предприятие Россельмаш дышит и живет, и производит благодаря вот правительственной программе, которую инициировали наши товарищи и Зюганов Геннадий Андреевич, и Коломейцев Николай Васильевич, и Ежевский Сан Саныч, это бывший министр тракторного сельхозмашиностроения Советского Союза. Ему 3 ноября исполнилось 100 лет, но он является экспертом мирового уровня в области сельхозмашиностроения, крепкое рукопожатие, трезвый рассудок. И они стали инициаторами того, чтобы покупателям сельхозтехники 25% возмещалось из федерального бюджета. Пока эта программа в этом году работает. Если в следующем году будет работать, то будут рабочие места, но даже это динамичное работающее предприятие тоже имеет массу проблем и с сотрудниками, и с рабочими, и с стоимостью электроэнергии, и с налогами на землю, и на прибыль, и целый ряд вопросов, которые тоже надо решать. Владимир, что успеете за оставшиеся дни? Какие у вас планы? Идет агитация полным ходом, еще есть листовки. Будем делать агитационные рейды, пойду по районам, буду общаться с людьми. То есть вот такая работа, маховик раскручен достаточно сильно. Вот. И буду, конечно, агитировать наблюдатели, агитация. Вот, проведу митинг 16 числа по спасению Кускова. Это очень важная тема для меня. Вот, ну и сейчас воспользуюсь, с вашего позволения, площадкой. Ну да, у нас, тем более, у нас такая чуть-чуть просто публицистическая тема. Как по-вашему, это после выборов завершится, эта вот кампания по дискредитации якобы коррупционеров в погонах, как вы считаете, Владимир? В зависимости от результата выбора. Это раз. И если она продолжится, то могут наступить события, при которых полная девальвация власти и наличие большинства в парламенте приведет просто к кризису власти. Вот этого нельзя допускать. Вот. Надо набраться мужества партии власти. И поделиться. И посчитать честно. Честно посчитать. И поставить точку. И никогда не возвращаться к вопросу о том, что честно считали или нечестно считали на выборах. Вот мое такое мнение. Вы согласны? Нет, я думаю, что надо систему менять. Вот система разрушится, она, в общем-то, придет в такой дисбаланс. И вот я думаю, что мы сейчас становимся свидетелями как раз именно вот этих процессов, когда начинает вертикаль до того крениться, что она завалится. То есть вы считаете, что выборным таким как бы цивилизованным путем нельзя сменить режим, да? К сожалению, да, этот режим на выборах не поменяется. То есть он сменится только катастрофическим путем, согласны, Владимир? Значит, Африканский национальный конгресс несколько лет добивался выборов с оружием в руках. Как только они добились выборов, они набрали 44% голосов и победили в парламенте. Рухнул, да. А на следующие выборы они уже набрали 54%. Поэтому надо просыпаться людям и идти голосовать. Спасибо, и если мы изберемся, начнут закручивать гайки, вот тогда появляются основания для других действий. Ну что ж, подождем тогда воскресенье ближайшее. У нас будет телемарафон такой. После мы надеемся вас увидеть. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Олег Львов.